Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане изменили ставки акцизов на табачную продукцию. Ашхабад и Пекин укрепляют транспортное и научно-техническое сотрудничество. Российская кофейня изучает потребительский спрос в Туркменистане и другие новости. Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в Туркменистане повышена со 116% от таможенной стоимости до 145%. Соответствующие поправки в налоговый кодекс Туркменистана вступят в силу с 1 января 2024 года. Академия наук Туркменистана и Министерство науки и технологий Китайской Народной Республики подписали меморандум о взаимопонимании об углублении научно-технического сотрудничества. А правительство Туркменистана и КНР – соглашение о международном автомобильном сообщении. Подписание соответствующих документов состоялось по итогам 6-го заседания Туркмено-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое прошло в Ашхабаде. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о присоединении к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. Данная конвенция была принята 23 марта 2001 года в Лондоне. В выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана 1 декабря состоится церемония открытия ежегодной творческой выставки выпускников и студентов вуза. В этот раз тематика выставки связана с 300-летием со дня рождения поэта и мыслителя Махтумкули Ифраги. На выставке будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ювелирного и коврового искусства, керамики, связанные с жизнью и творчеством Махтумкули. На международной выставке современных технологий производства продуктов питания «Агропак Туркменистан-2023» свою продукцию представила российская кофейная компания «Вокруг света». На стенде компании представлена линейка продукции, уже реализуемой в Туркменистане. Кисель и какао-напиток для детей «Белый мишка», цикорий «Бабушкин хуторок», цикорий «Здоровье» с экстрактом шиповника. В Токио открылась международная выставка роботов и робототехники IREX 2023. В этом году на выставке представлены разработки более 650 компаний со всего мира. Большинство экспонатов представляют собой роботизированные руки и манипуляторы, способные выполнять различные виды работ, от грузоподъемных до требующих мелкой моторики. В начале декабря ожидается серия магнитных бурь, которые могут оказать влияние на здоровье метеозависимых людей. С 1 по 3 декабря обещают слабое возмущение магнитного поля Земли до 2 баллов. Начиная с вечера 3 декабря геомагнитная активность усилится до уровня слабого шторма 3 баллов, который достигнет своего пика 4 декабря. В этот период метеозависимым людям рекомендуется минимизировать физическую и психологическую нагрузку, отдыхать и избегать стрессов. Туркменская спортсменка Айсенем Матаева одержала победу на прошедшем в Дубае международном турнире по фехтованию. Айсенем не оставила шансов своим соперницам в возрастной категории до 11 лет. Она без потерь вышла из группового этапа, где сразилась с 6 противницами. А затем с легкостью победила представительницу ОАЭ в полуфинале и Алжира в финале. В среду 29 ноября прошел второй игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. По итогам матчей дня определились 2 новых участника плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали Арсенал и ПСВ. Ранее в плей-офф Лиги чемпионов вышли Манчестер Сити, Бавария, Интер, Реал Сосьедад, Мадридский Реал, Лейпциг, Атлетико, Барселона, Дортмундская Боруссия и итальянский Лацио. Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.